Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Атык с душой абхаза. Памяти Кассия Хачагогу. Концепцию первоочередных мер по реорганизации системы государственного управления Республики Абхазия представил депутат парламента Резу Зандария. В центре внимания студия здорового позвоночника «Кинезиофит». Мы продолжаем рубрику «Дело молодых». Начнем с официальной хроники. Беслан Эшба назначен руководителем администрации президента Республики Абхазия. Указом президента Абхазии Бадра Гунба Абисалом Алексеевич Кварчи освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Абхазия согласно поданному заявлению. Указом президента в соответствии с законом об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия Беслан Федорович Эшба освобожден от должности главы администрации города Сухума в связи с переходом на другую работу. Другим указом главы государства Беслан Эшба назначен руководителем администрации президента Республики Абхазия. Кроме того, указом президента Бадры Гунба, исполняющим обязанности главы администрации города Сухум, назначен Тимур Михайлович Аграба. Президент Бадра Гунба встретился с делегацией из Республики Татарстан, возглавляемой заместителем премьер-министра Татарстана Василием Шехразиевым, сообщает пресс-служба президента Республики Абхазия. Глава государства тепло приветствовал гостей и отметил давние дружественные связи между Абхазией и Татарстаном. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, включая экономические, культурные и гуманитарные проекты. Рады вас видеть в Абхазии. С Республикой Татарстан нас связывают узы дружбы, исторические узы. В непростые сложные времена Татарстан всегда был близок к нашей стране, народу Абхазии, поэтому всегда рады приветствовать наших друзей с Республики Татарстан. И буквально у нас недавно проходила инаугурация президента, и делегация Татарстана присутствовала на этой инаугурации. Мы рады вас приветствовать. Уважаемый господин президент, на самом деле очень приятно находиться здесь. Мы только что через практически всю Абхазию из Сочи на машине приехали сюда, посмотрели приятные места, как люди активно идут на работу, едут на работу, так что жизнь кипит. Ну и в первую очередь хочется поздравить вас с вступлением в должность президента Абхазии. Конечно, народ сделал абсолютно правильный выбор, избрав вас. И 2 числа, когда было вступление в должность, конечно, наш рейс республики Рустам Нургалиевич сначала меня хотел направить сюда, но в это время как раз у меня полностью была задекларирована поездка в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, и поэтому я не смог. И уважаемый Марат Готович, заместитель председателя Государственного совета, был делегирован здесь. Перед поездкой я с ним разговаривал на эту тему. Приятно, конечно, что на самом высоком уровне прошло вступление в должность, инаугурация. И, конечно, Российская Федерация, когда представлял господин Кириенко, первый зам руководителя администрации президента Российской Федерации, личные поздравления председателя правительства господина Мишустина говорят о том, что Россия и Абхазия очень близки, и братские, и в экономических отношениях, во всех. Поэтому еще раз поздравляем и, конечно, желаем, плодотворной работы во имя мира, процветания, чтобы вот тот период, который был определен и избирателями, и Всевышним, в самом деле очень плодотворно был направлен на развитие. Конечно, дел очень много, и внутри, вы абсолютно правильно сказали во время вступления в должность, самое главное – это единение народов. То есть, если дома мир, согласие, понимание, там можно созидать, там можно инвестировать, там можно, с любовью делать то дело, которое есть.
В Абхазию прибыла делегация Республики Татарстан, которую возглавляет заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев. Накануне знаменательной даты 80-летия победы в Великой Отечественной войне члены делегации Республики Татарстан почтили память воинам, отдавшим свои жизни за победу. От имени руководства Республики Татарстан они возложили цветы к памятнику неизвестному солдату на набережной Диаскуров в Сухуме. В церемонии возложения цветов спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба и заместитель спикера Астамур Ашба. Спикер парламента Лаша Ашуба встретился с делегацией Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василием Шайхразиевым. Во встрече также принял участие заместитель спикера Астамур Ашба. Открывая встречу, спикер отметил сложившиеся традиционные связи Республики Абхазия и Республики Татарстан, которым уже более 30 лет, и они продолжают успешно развиваться. Участники встречи уверены в продолжении конструктивного взаимодействия, выразили надежду на тесное и плодотворное сотрудничество между республиками в целях дальнейшего укрепления социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках российско-абхазского стратегического партнерства. По окончании встречи Лаша Ашуба и Василь Шайхразиев обменялись памятными подарками. Премьер-министр Владимир Делба провел заседание рабочей группы по подготовке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Спецунда Мюсерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. На встрече рассматривались вопросы определения границ заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Премьер-министр поручил в целях эффективного регулирования деятельности по сохранению особо охраняемых природных территорий и уникальных природных комплексов обеспечить доработку проектов с учетом предложений рабочей группы и проведения процедуры их согласования проектов с уполномоченными центральными органами государственного управления и государственными научными учреждениями. 8 апреля в парламенте под председательством Алхаса Барцыц состоялось заседание Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Был рассмотрен проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 года, подписанный в городе Москва 24 марта 2025 года. В его обсуждении приняли участие депутаты парламента, исполняющий обязанности министра финансов Саид Губас и его заместитель Ирма Амичба. По итогам рассмотрения данного вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на ближайшем заседании сессии принять этот законопроект. Депутаты предлагают контрольной палате раз в месяц освещать свою работу на телевидении. 4 законопроекта обсудили в парламентском комитете по государственной правовой политике во вторник, 8 апреля, под председательством Даута Хутаба. Проект закона о внесении изменений в статью 118 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях направлен на определение органа, уполномоченного рассматривать административные правонарушения в сфере пожарной безопасности. Законопроект о внесении изменений в часть 3 Гражданского кодекса расширяет круг субъектов наследственных правоотношений, для которых устанавливается ограничение права наследования по закону и завещанию. Участники заседания также обсудили текст изменения, который предлагается внести в статью 34 Закона о контрольной палате. А 7 апреля председатель Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резу Зантария провел презентацию на тему «Концепция первоочередных мер по реорганизации системы государственного управления Республики Абхазия». Зантария представил свое профессиональное видение реформ, требующихся в энергетической сфере Республики Абхазия. Говорим о реформах. Если я в других отраслях здравоохранения или в экономике проявляю немножко слабость и недостаточно знаний, то в энергетике я думаю, что могу вам примером показать, как должно сегодня выглядеть и как вы это воспримете здесь, даже находясь вот сегодня в нашем зале. Подходы к развитию энергетической отрасли Республики Абхазия. Какой посыл мы сегодня даем? Как нужно ее реформировать?
в целом с реформированием любой отрасли, в том числе энергетики, мы опаздываем минимум на 10 лет. И чем позже мы это будем делать, тем больнее мы будем проводить эту реформу, тем тяжелее. Мы опоздали в ЖКХ. Реформы ЖКХ нужно было сделать еще 10-15 лет назад. Если бы мы сделали бы 10-15 лет назад, сегодня наш жилищный комплекс, наши жилищные условия выглядели бы намного интереснее и намного красивее и ухоженнее были бы. Уверяю, аварийных зданий, сооружений, и у нас их не было. Итак, мое видение, основано на том опыте других стран, на успешном опыте, хотел бы вам показать. Абхазия, как я уже сказал, 250 тысяч и имеет 250 километров. Создание там 7 районных электрических сетей, 7 директоров, 7 главных инженеров, 7 там и так далее, нет в этом необходимости. Я ее разделил, так называемый Восток. У нас есть вот это Запад, так называемый сетевой комплекс Запада. Мы говорим центр здесь и Восток. Разделим все это на 3 составляющих. Сетевые. Что мы сегодня имеем? Оператор энергосистемы РУП Черноморэнерго, где 100% является государственной собственностью. Перепадный ГЭС 2.4 не функционирует. Сухумская ГЭС аренда. Переток Российской Федерации производится из ПЛ ВЛ 220-110. Состояние их, я здесь не указал, требует достаточно. Сетевая инфраструктура 220-110, высоковольтные подстанции, распределительные сети, уровень потребления, уровень потерь почти 30%. Я написал скромно, но здесь достигает уровень потерь и коммерческих, и технических до 40%. Собираемость платежей 45%, итого за 10 месяцев, по итогам 10 месяцев. 45% это собирает. Представляете, 55% электроэнергии мы потеряли. Это точные цифры за 2024 год. Требуется реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиций в энергетической системы Республики Абхазия. Вот тут я подхожу к тому, что сперва мы говорим о инвестициях. Мы российские инвестиции не хотим, своих средств не имеем. Хотим, чтобы было государственно. Невозможно. Да? В руках государства оно будет или разваливаться, как уже 30 лет было, да, ухудшаться его состояние. А если мы говорим о коммерциализации, то ровно нужно столько коммерциализировать, сколько принесет результат, да, успех, сколько тебе нужны деньги. И в первую очередь привлекаем национального инвестора, так сказать, своих граждан, которые готовы инвестировать, покупать ценные бумаги. Следующий слайд, он показывает, как я вижу это. Мы видим это следующим, да, РУП Черноморэнерго во главе здесь создается так называемый Запад, сетевой комплекс, Запада сетевой комплекс, да, система Запада комплекс составляет из количества абонентов 30 тысяч абонентов, плюс составляющие там коммерческие потребители, это организации, предприятия, и называем Запад-Энерго. Мы его называем Запад-Энерго, или Абхаз Запад-Энерго, не имеет значения. Мы государство отдаем 51%, 49% инвестор. И вот тут законопроект, в котором мы говорим о ценных бумагах, действует, издаются акции, и все, кто сегодня готов участвовать в инвестициях в энергосистему в существующих тарифах, говорит, ему будет интересно. Тариф должен быть привлекательным для инвестиций. Всегда так. А уровень инвестиционной составляющей определяет кто? Государство. Говорит, что мы хотим видеть в конечном результате. Надежную энергосистему X5, там X3. Если так говорить в простонародье, какую машину мы хотим видеть. Жигули, Мерседес, Майбах. Что мы хотим видеть из нашей энергосистемы. Среднего качества, да, категории 3. 2 категории хотим иметь. В таком случае деньги, которые нужно привлечь из инвестпрограммы, описывается. Вот тут. Исходя, энергетическая компания Черноморэнерго описывает нам инвестиции, необходимые в энергетическую направленность Запад-Энерго. Вот Запад-Энерго нужно 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей разбили. Мы понимаем, что эти 2 миллиарда разбиваются на 3 года. Где их взять деньги? От всех. Объявляем, кто принесет, у результаты дивиденда составляющие будут такие. И мы разбиваем ее 49. Дальше идет центр, то же самое, и то же самое здесь. И теперь мы регулируем. Если нам нужны больше инвестиций, значит инвестпрограмма составлена, опять дополнительно привлекать. Если оно самодостаточное, регулирует государство. Все регулирует государство своими издаваемыми правилами. Ключевые правила, которые не выведут за пределы, это правила эксплуатации электричества, правила расчета тарифа на электроэнергию по классам напряжения и правила установки электроприбора. 3 правилами, большими томами книг, которыми управляется вся энергетика всего мира. Нигде энергетика мира никем не датируется. Ни одна страна нигде не датирует. Есть перекрестное субсидирование, так называемое, когда тариф социальный
затраты на социальный тариф перекладываются на более богатые тарифные составляющие предприятия, организации или более другое. Хотя это тоже делается осторожно. Печальная весть. Союз журналистов Абхазии с прискорбием извещает о смерти члена Творческого союза, ответственного секретаря редакции газеты «Бзыбь», заслуженного журналиста республики Руслана Астамуровича Анкваб, и выражает соболезнования родным и близким. Ушел из жизни выдающийся адыгский режиссер и театральный деятель Касей Хачагогу. Касей Яхьевич был театральным режиссером, художественным руководителем Национального театра Республики Адыгея, народным артистом Абхазии. Его спектакли были широко известны за пределами родной республики и ставились в Краснодаре, Нальчике, Владикавказе и Сухуми. За достижения в области искусства в 1986 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Касей Хачагогу ушел из жизни на 76-м году жизни. Подробнее о творчестве и жизни большого друга Абхазии в репортаже Рады Чачава. Знать культуру и язык соседа. Тем более, если на Кавказе мы живем рядом друг с другом, то Кавказ един. Странно, да, мы очень быстро изучаем японский язык, китайский язык, да, а вот язык соседа, знать хотя бы на разговорном уровне, понимать хотя бы, да, и петь песни, да, и культуру знать, вот этого нам не хватает. И я убежден, что театры делают намного больше и быстрее, и активнее, чем делают политики, сближают народы. Смелый, волевой, решительный, искренний, настоящий. Именно так вспоминают Касея Хачагогу его друзья. Человек слова, человек чести, человек, равных которому, кажется, нет и не было. Он всегда был готов бороться за то, что считал правильным, был предан своему делу и своей родине, был предан культуре и искусству, самозабвенно, всей душой, по-настоящему, так, как умел только он. Вот бывает же в жизни, когда даже человек становится больше, чем и родных. Бывает такое? Когда все время он с тобой, даже если живет далеко. И вот такой подарок. Он был такой подарок. Когда такие близкие уходят, становится пусто. Пусто, да, значит, если становится пусто, значит, он занимал какое-то большое место. Лет 30, 35, наверное. Мы с ним дружим. Такого искреннего, преданного во всем, даже когда он обижается, даже когда он готов разорвать, отказаться от всего, во всем он настоящий. Это был очень широкой души человек. И вот когда мы встречаем в нашей среде вот таких людей, которые сочетают, да, для меня он в первую очередь художник, режиссер, но и плюс человек такой широкой души. Он для меня как старший брат был. Он так и называл меня все время брат, и я его также, и переписка у нас всегда начиналась вот такими словами. Поэтому, конечно, для меня лично это очень большая утрата. Художественного руководителя Национального театра Адыгеи имени Ибрагима Цея, заслуженного деятеля искусства России, народного артиста Республики Абхазия, большого друга нашей страны Касея Хачагогу не стало на 76-м году жизни. В истории Абхазии он оставил неизгладимый след, еще больший, глубокий и пронзающий в сердцах людей, знавших его. Пору тяжелую для нашей страны он, преодолевая все преграды, привозил сюда спектакли, захватывающие дух и будоражащие разум. Спектакли дерзкие, смелые, осмысливающие по-новому то, что казалось незыблемым. Как режиссер я с ним работал, он ставил здесь Тартюфа, трактовка Тартюфа. Очень дерзкая была трактовка Тартюфа. Он всегда, кому-то нравится, кому-то не нравится. Во всех своих поступках, чем он был всегда счастливым, он делал то, что он хотел. Если он обижался, он уходил. Он никогда не навязывался никому. И с этой жизнью он играл, и были драматические моменты. Сколько раз его снимали, сколько раз его оскорбляли, унижали.
но ничего не могли с ним делать, как с личностью, как с человеком, потому что он всегда был самим собой. И адыгейский театр отличался вот какой-то своей, с одной стороны, и красочностью, и с другой стороны, глубиной. И вот это у него все это сочеталось. И я помню, вот Булгакова они ставили «Кабала Святош». Он использовал огромное пространство, вот, все возможности нашего театра. Вот. И, ну, а если назвать его один из самых таких известных спектаклей, это Брехта «Кавказский меловой круг». Конечно, это была большая удача. Он очень интересно использовал абхазских актеров, которые играли на абхазском языке, на адыгском языке, на русском языке. Вот такая компиляция, и это было очень интересно. Не просто друг, но и брат, человек, который умел объединять людей, вдохновлять их. Именно благодаря Касею Хачагогу в 1982 году театр из Адыгеи впервые приехал с гастролями в Абхазию. Первый мостик в театральном искусстве двух братских народов. Первый шаг на пути к укреплению связей между творческими коллективами и целыми народами. После войны, в по-настоящему тяжелое для республики время, Касей Хачагогу беспрестанно оказывал всяческую помощь близкой ему Абхазии. В те времена за такой вот рискованный шаг я получил партийный выговор. Мне объяснили, что я не имел права ввести туда, не согласовав с Тбилиси, ехать в Абхазию и проводить гастроли, да еще на целый месяц. И не согласовал с Москвой. Я даже не согласовал это с Адыгеей, с обкомом партии не согласовал. И вот как молодой, неопытный коммунист, я такую ошибку как бы совершил, не согласовав с ним, но вот за это дело поплатился. Но сейчас я в возрасте, по-прежнему неугомонный, мне хочется повторить этот шаг, еще раз все-таки физически приехать, доехать, провести здесь гастроли. И не столько показать искусство, хотя и это тоже очень важно, сколько живьем пообщаться с братьями. Вот одна кровь, братские, мы не могли туда ездить, он прорвал эту советскую блокаду. Как Тбилиси шумело, как они хотели его за это с работы снимать. Но он как выстоял и провел гастроли здесь. Во время войны, после войны, до войны. Самый тяжелый период был один такой, когда после войны Абхазия осталась без муки, без хлеба. Ну, Владислав Егорович, бедный, Царство Небесное, он был жив. Мне передали, чтобы я поговорил с моей коллегой, он был тогда министром культуры Адыгеи, и я поехал. 10 миллионов они передали Абхазии, чтобы купить муку. 2 миллиона, чтобы Абхазский театр купил автобус. Он никогда не был в блокаде от Абхазии, потому что он всегда все, что происходило в Абхазии, воспринимал как свое. Я помню, когда мы были в Адыгее, вот, на фестивале, он каждое утро приходил вот, в гостиницу, где мы жили, и он целый день был с нами, мы с ним обговаривали все время. Он очень болезненно воспринимал все негативное, которое происходит в Абхазии. Естественно, очень радовался, когда что-то у нас удачно. Его человеческие качества не могли не отразиться на абхазском театре, на актерах абхазского театра. Касей Хачагогу запомнился массовому зрителю в первую очередь талантливым, ярким, аутентичным и смелым художником, творцом, способным выйти за рамки общепринятого. Он ставил Шекспира и Горина и искренне ратовал за развитие культуры родной Адыгеи, но не забывал и о главной цели искусства – объединении людей. Например, в 2019 году артисты в его спектакле работали одновременно на 5 языках. И последний спектакль, фестиваль, который организовал Кавказский меловой круг, сам фестиваль, он его так назвал, и он организовал, чтобы этот спектакль играли на 6 кавказских языках. Вот мы играли здесь, примера была, мы, актеры Абхазского театра, половина, почти основные сцены играли на абхазском, а с нами играли они на адыгском.
потом на осетинском, потом на кабардинском, потом на чеченском. Он вот провел вот такой фестиваль. Настолько он был кавказец и адыг, вот настолько он глубоко это чувствовал, и настолько для него было трагично, что мы теряем язык и теряем национальную культуру. Сохранить самоощущение, что я адыг, кавказец, абхазец. Все его работы пронизаны этим. Он был человеком большого таланта и большой души, человеком искусства, истинно преданным своему делу, и патриотом, посвятившим свою жизнь служению Родине. Он был добрым другом для многих поклонников его таланта и братом для тех, кто его потерял. Для Абхазии Косей Хачигогу был настоящим подарком свыше, неравнодушным и смелым соратником, адыгом с абхазской душой. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. На Абаза ТВ новая рубрика. К 80-летию Великой Победы мы начинаем цикл художественных и документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. И начнем с легендарных «17 мгновений весны» советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Леозновой. Сценарий написал Юлиан Семенов на основе своего одноименного романа. Это военная драма о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Первый советский шпионский сериал «17 мгновений весны» – экранизация романа Юлиана Семенова. Действие культовой картины Татьяны Леозновой разворачивается в Германии и Швейцарии в последние месяцы существования Третьего рейха с 12 февраля по 24 марта 1945 года. Главный герой – советский разведчик Максим Исаев, работающий в центральном аппарате под именем Макса Отто фон Штирлица. От московского руководства Штирлиц-Исаев получает задание выяснить, кто из высших руководителей рейха ведет сепаратные переговоры о заключении перемирия с Великобританией и США. Сегодня меня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке. Берлин подвергается жесткой бомбежке, в результате которой снаряд повреждает дом, в котором находятся радисты разведчика, супруги Эрвин и Кэтрин Кин. После взрыва Эрвин получает смертельное ранение, а его жена, которая находится в положении, чудом выживает. Ее в бессознательном состоянии отвозят в клинику Шарите, где не в силах стерпеть боль, она случайно выкрикивает русское слово «мама» и выдает себя нацистам. Задача Штирлица осложняется, он остается без связи с Москвой, а его связистка оказывается в цепких лапах гестапо. Вижу женщин. Почему? За что вы нас так ненавидите? Женщины хуже злодеев. Там, по крайней мере, все ясно. А женщины сначала патоку разведет, а потом скрутит тебя. Да еще обманет с твоим другом, если у тебя селенок поубавилось. Об этом фильме сложно писать. Кажется, будто о нем сказано абсолютно все. «17 мгновений весны» вшиты в советский культурный код, национальную мифологию, коллективное бессознательное, как бы это ни называлось. Из-за этого они кажутся объектом почти непроницаемым, как идеальный шпион. Вся возможная деконструкция, вся ирония уже вложены в миф, что сложился еще в 70-х, хотя бы в виде анекдотов про Штирлица. Последние образуют с фильмом Леознова и Семенова своего рода единый текст. Пересматривая «17 мгновений», невозможно не вспоминать их, но комические реминисценции не мешают действию. Так дайте нам жить как людям, а не как бессловесным рабам. Или убейте меня сейчас, чтобы не сходить с ума. От сознания собственного бессилия. От сознания тупости нации, которую вы превратили в бессловесное стадо.
Работа над фильмом длилась больше 3 лет, а география съемок раскинулась сразу на несколько городов и стран. Снимали в Берлине, Грузии, Латвии, Ленинграде. Кроме того, на проект были потрачены баснословные деньги. Хотя реальный бюджет картины неизвестен, «17 мгновений» часто представляют как самый дорогой советский сериал. Помимо затрат на декорации, больших вложений потребовал гардероб персонажей. В центре внимания детали, поэтому отшив костюмов смогли доверить исключительно специализированным генеральским ателье. Там только для одного Штирлица было создано 100 белых рубашек. Ладно. Да, а зачем же я к тебе заходил? Я стал склеротическим идиотом. Я же шел к тебе за снотворным. Запоминается последняя фраза. Это Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, если Рольфа спросят, кто к нему заходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил шведского снотворного. Создатели сериала были удостоены Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии КГБ СССР в области литературы и искусства. Диалоги из телефильма разлетелись на цитаты, а персонажи обрели дальнейшую жизнь в анекдотах. По мотивам романа и сериала созданы многочисленные компьютерные игры. Штирлицу посвящены театральные постановки. В 2009 году сериал был колоризирован. Около 600 специалистов из разных стран разрисовывали кадры вручную. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Итак, по 2 серии «17 мгновений весны» ежедневно на нашем канале с сегодняшнего дня в рамках цикла художественных и документальных фильмов, посвященных 80-летию Великой Победы. Эстафета Победы вернулась из Абхазии в Россию. Торжественная церемония прошла у мемориала «Вечная слава павшим воинам» в Сочи. Эстафету приняли сотрудники погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. Акция стартовала в Абхазии 2 апреля на КПП ПСОУ и в течение 6 дней проходила по всей республике, завершившись в Гале. В каждом районе проводили памятные митинги, концерты, была развернута полевая кухня. Участники акции навещали ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии. Выставка студенческих работ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Абхазском госуниверситете. С инициативой выступил ректор АГУ Олег Угварами. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Новости образования. 5 студентов из Абхазии примут участие в образовательной программе «Лаборатория будущего» в Центре знаний Машук в Пятигорске. Темой программы станет обсуждение будущего Кавказа в условиях глобальных изменений. По итогам планируется создание серии подкастов, посвященных различным аспектам жизни и развития Кавказа. 8 апреля исполняющий обязанности министра просвещения Нал Габлия встретился с победителем телевизионного конкурса «Умники и умницы» Нестором Тарбо и финалисткой Олимпиады ТИМТ по математике и информатике Маргаритой Бганба. Ученик Сухумской школы номер 2 Нестор Тарбо стал первым победителем конкурса «Умники и умницы» из Абхазии. В Сухум прибыли художники из России, которые украсят фасады и торцовые стены многоэтажных домов яркими муралами. Первым объектом для росписи выбран дом по улице Когония, 62. Филипп Дульмаченко, представитель фонда «Новые формы», рассказал об СНИ-медиа о проекте. Да, я представитель фонда поддержки развития современного искусства «Новые формы». И мы здесь при поддержке фонда президентских грантов проводим первый наш международный заграничный фестиваль. В России мы проводили уже много фестивалей, но это такой заграничный наш первый, и поэтому для нас важно, что мы здесь первые, что здесь еще пустые стены, и зритель будет более, возможно, лоялен, или мы посмотрим на их реакцию. Для нас это, конечно же, опыт, и для нас самое главное привести искусство, просвещение и развитие. Я Ольга Коплана, я уроженка города Сухум. Ко мне обратились российские художники с просьбой помочь
погрузиться в культуру нашей страны. Сейчас помогаю ребятам немного, наверное, освоиться и какие-то, наносим коррективы в их представления о культуре Абхазии. И на самом деле они сразу попали в точку, потому что сами предложили картину Ливарса Будва поместить на фасад Ингулгесского дома. Это как бы центр нашего города. И, по-моему, это прямое попадание, потому что все-таки Ливарс является символом все-таки. Сейчас работа уже идет над другими эскизами. Это все, конечно, согласуется с нашими местными художниками. Сейчас пока все идет, пока в работе все. Накануне Русдрам выступил с большим успехом на международном фестивале встречи в России в Санкт-Петербурге, представив постановку «Отцы и дети». Как пишет в своем телеграм-канале директор театра Ираклий Хиндба, все 900 билетов на спектакль были проданы. Аншлаг. Наш театр знают везде, мы всегда играем при полных залах в России. Прекрасная команда нашего театра справилась на высокую оценку. Я вижу, как растет профессионализм наших ребят. Не только актеров, но всех сотрудников театра, как слаженно они работают. Создан механизм, система, ансамбль, который толкает театральное искусство Абхазии на высокой скорости в будущее. Конец цитаты. Отметим, что по завершению спектакля театру вручили диплом участника фестиваля. Награду передала заслуженная артистка России Валентина Виноградова. Открылись обменные культурные мероприятия России и Абхазии 2025 года. 7 апреля Самарская государственная филармония стала площадкой для яркого события в рамках проекта. В этот день на сцене филармонии состоялся концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзяна. Две известные пианистки, народная артистка Абхазии Нинель Бжани и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авицба, представили программу, в которой классика встретилась с современностью. Прозвучали шедевры разных эпох и стилей. Мы продолжаем рубрику «Дело молодых». Сегодня в центре нашего внимания студия здорового позвоночника «Кинезиофит» и ее основатель Сергей Каракиян. Молодой человек начал с того, что получил образование в области лечебной физкультуры и массажа. Долго стажировался и работал в различных центрах, в том числе и за рубежом. А потом открыл свое дело, дав возможность другим людям освоить профессию. Как ЛФК стало делом всей жизни и бизнесом, в репортаже Марианы Котовой. Каждый вечер в Кинезиофит аншлаг. Подростки, пенсионеры, спортсмены со стажем, девушки и юноши с гантелями на тренажерах или просто на ковриках. Кажется, каждый квадратный сантиметр спортивного зала занят. Но никто никому не мешает. Все заняты своим делом со своим тренером. У каждого индивидуальная программа тренировок. Составляет эти программы основатель студии здорового позвоночника Кинезиофит Сергей Каракиян. А начинал он путь ко всему этому с Сухумского медицинского колледжа. Я закончил колледж медицинский и ЛФК, университет, лечебная физкультура. У нас была практика по массажу, и я был вообще массажистом в первую очередь. Летом ездил в город Афон, Гагра, и там работал массажистом. После чего у моей сестры родной, у нее была грыжа. И она ходила в центр «Динам». Была такая Татьяна, она занималась с людьми. Она закончила центр Бубновского. Она проработала в этом центре. И так мне передала эту информацию моя сестра. И я задумался, что за центр такой. Начал это изучать, и ближайший город – это Сочи. Я поехал туда со своими всеми документами, взял дипломы, пришел к ним, обратился, сказал, что мне очень нравится, я наблюдал за вами. И так я пришел в этот центр. Меня взяли на работу, я проработал в этом центре
научили писать программы индивидуальные. Проработав год в Сочи, в знаменитом центре восстановительного лечения Бубновского, Сергей вернулся на родину с твердым решением – открыть нечто подобное в Абхазии. Так как многим приходилось выезжать за пределы республики на реабилитацию после перенесенных операций на суставах и позвоночнике. Но Сергей понимал, для того, чтобы открыть целый центр, нужно набраться еще немного опыта в Абхазии. Я еще в Сочи, когда работал, я понял, что нужно свое открывать. Я хотел. Думал о том, как можно доработать свой центр, сделать его. И была такая мечта, и реализовал. Приехал в Абхазию, думал, как его открыть. Потому что если сразу открыть центр, то нужна практика такая. У меня ее не было. Практику проходил в АИСе, Ассоциация инвалидов. Это мне дало тоже немало опыта. Кинезиофит начался с нескольких тренажеров, которые Сергей купил, продав свою машину. Была одна машина, которую я продал, и купил парочку тренажеров. И вот так получился тихо-тихо этот центр. Тренеров он обучил и продолжает обучать сам. Но желающие работать в Кинезиофит должны иметь базовые знания и опыт. Инструктора, они фитнес-тренера. Уже у них есть база, так как они фитнес-инструктора. Кто-то из них закончил также лечебную физкультуру, ЛФК, кто-то медицинский колледж, кто-то стал фитнес-инструктором, и у него есть сертификат. Тем, кто ходит сюда заниматься, важно, чтобы тренеры были не просто профессионалами, но еще и хорошими людьми. Потому что процесс тренировки имеет и эмоциональную составляющую. Настроение во время физических упражнений влияет на результат. Изначально меня сюда отправили, чтобы выплеснуть свои эмоции, форму сделать. Но я сюда хожу, потому что мне понравилось. Я сюда начала ходить летом, в августе 2024 года. И здесь тренер крутой у меня. В основном здесь тренеры веселые, тоже. Тут все очень мне нравится. Большинство посетителей Кинезиофит – это люди, которым необходима лечебная физкультура из-за перенесенных операций, из-за грыж или проблем с суставами. То есть те, кто нуждается в формировании сильного мышечного каркаса. Невропатолог Наталья Цепурская хорошо знает о важности физической нагрузки для полноценной жизни и как врач, и как пациент. Даже независимо от того, были или нет операции, какие-либо, те методы, которые здесь используются, они разноплановые. И сохранение позвоночника, сохранение жизни суставом, особенно, будем говорить так, в условные за 18 лет. И человек, который не хочет оказаться беспомощным и видеть себя в коляске, грубо говоря, да, он, если знает об этом, то разумно следует тому, чтобы сохранить свой позвоночник и свои, или не всегда свои, но суставы, которые еще работают, работоспособны. Как говорит Наталья Аркадьевна, особенно важно заниматься подобной физкультурой женщинам, независимо от возраста и физических особенностей. И в любом возрасте, да, возраста здесь нет, до 90-летнего возраста мышцы могут быть тренированы. Мышечная клетка работает и развивается до 90-летнего возраста, поэтому пределов нет. Это то, что дает возможность развиваться телу, сохранять кровоснабжение во всех, от головы до пяточки, зонах человеческого тела и сохранять работу внутренних органов. А женские органы, они репродуктивны. То есть от них зависит дальнейшее будущее потомства и здоровье потомства. Поэтому для женщины это особенно важно. Посетители говорят, что только физкультура и позволяет им сохранять качество жизни, несмотря на неутешительные диагнозы. Без этих ребят, без этого зала, я даже не знаю, лично я от себя говорю, что я делала бы. Я встала на ноги.
хожу нормально, себя чувствую хорошо, я довольна. И всем остальным советую тоже заняться собой. Без медицинского заключения в кинезиофит на тренировки не принимают. Чтобы разработать индивидуальный комплекс упражнений, тренеру нужно знать, с чем предстоит работать. По словам Сергея, в среднем нужно отзаниматься 3 месяца, прежде чем появятся первые результаты. Самый старший пациент, это 93 года, она ходила в зал к нам, да. Ходила, и все прошло. Многие приходят и спрашивают, это часто задаваемый такой вопрос, а когда у меня все пройдет? Я говорю, это триместра. Триместра – это 3 месяца, да. 1 месяц – это 12 занятий. Ну, люди приходят, и им становится легче и через 3 занятия, кому-то через 6, кому-то через 10. Но результат мы видим и ведем динамику. Как рассказывает администратор Центра здорового позвоночника Карина Арзуманян, ценовая политика в кинезиофит соотносится с реалиями, потребностями и возможностями населения Абхазии. Посетитель центра может выбрать, заниматься или ему с тренером, или самостоятельно, если цель не решить проблемы здоровья, а просто поддержать себя в тонусе. Покупать абонемент или оплачивать каждую тренировку. Когда мы начинали этот путь, цены были настолько не характерны той отдаче и той работе, которая была проделана, но хотели помочь людям и работали как бы так на имя, скажем так. Поэтому и трудности были, наверное, в нашей стране, поэтому как-то все учитывали это и, исходя из, скажем так, того места, где мы находимся, ценовая политика складывалась. Сейчас, мне кажется, фундамент уже крепче становится в нашей стране, и есть возможность оценивать труд более, так скажем, значимее, но при этом придерживаясь реальностей, которые есть у нас здесь. Когда кинезиофит начинался, у Сергея Киракияна было всего несколько тренажеров и четкое понимание, что он делает нужное дело. И то дело, которое он хорошо умеет делать. Сегодня у кинезиофит уже 2 зала в Сухуми и Новом Афоне. Но тренеров центра ждут и в других городах Абхазии, потому что все больше людей нуждается в таких услугах. А причина – малоподвижный образ жизни в детстве. Это раньше мы бегали, прыгали, игры у нас были, а сейчас дети – это компьютерные дети. Очень много времени проводят в телефонах. Да, и сумки у них очень тяжелые, портфели, много книжек, они носят это на одном плече, и получается вот такое вот искривление, S-образное, либо если даже на 2 лямки одеть, то вот такое искривление получается. И вот приходят, а у детей мышцы слабые, так как они не развиты, многие не ходят на спорт, вот. И приходят потом к нам. Мы создаем мышечный корсет с обоих сторон, и благодаря нему уже появляется осанка, и дети начинают держать свою спину. Чем больше дети будут проводить времени за компьютерами и смартфонами, а взрослые на сидячей работе и в пассивном отдыхе, тем больше людей будет нуждаться в том лечении, которое предлагает кинезиофит. Поэтому, учитывая современные реалии, у тренеров лечебной физкультуры всегда будет работа. Мариана Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Туризм и рейтинги. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в 4 раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip. В 4 раза увеличился интерес российских туристов к Катару, в 2 раза больше заказов в Арабские Эмираты, Египет, Индию и на Шри-Ланку. Абхазия летом может принять до 2,5 миллионов туристов из России. Это на 18% больше, чем в прошлом году. А в завершении выпуска прогноз погоды.